ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать. Если понаблюдать, как она тут рождается, выходит вот эта бабочка из кокона, боже мой, это невероятное усилие. Кажется, просто, знаете, она может умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь. Вот надрежем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть легкой жизни. Вот родители что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину, надрезали кокон. Что я наблюдаю большей частью, такие люди молодые становятся либо наркоманами, либо что-то еще в этом духе. Они даже не ценят. И родители часто вот сильно страдают из этого, что столько мы сделали, но они не ценят этого. Не поняли даже, потому что кокон надрезан был. И они летать не умеют. У них нет высоты полета такой, чтобы вот эти вот деньги, вот это вот традиции семейные использовать на таком уровне. Они их просто проедают, просыпают. Летать не умеют, они просто по земле ползать начинают.